Мы собрались здесь, Господи, во имя Твое, чтобы прославить Тебя, Иисус. Аллилуйя, слава, слава Тебе, Господи. Вся слава да будет Тебе, Иисус. Будь прославлен наш Бог, будь превознесен, Иисус. Ты наш Царь, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте будем прославлять Его. Здесь не будет шоу, слов пустых не нужно, пусть звучит тебе хвала. И стремлюсь я в песне окунуться в чувства, я пою лишь для тебя. Здесь не будет шоу, аминь. Не будет шоу, слов пустых не нужно, пусть звучит тебе хвала. Не стремлюсь я в песне окунуться в чувства, я пою лишь для тебя. Всем сердцем. Сердцем жажду я, если петь, то для тебя, ведь и сила для царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Пожелал ты сердце места совершенства, все, что есть тебе отдам. Сильнее всех песен и долговечных, страстного сердца поклонения. Пусть моя песня звучит лишь целью, ведь ты достоин славы всего. Всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, ведь все силы для царя. О, я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Всем сердцем жажду я, всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, ведь и сила для
Иисус, Ты слаще всего. Ты мой Спаситель, моя жизнь, все для меня. Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Ты слаще всего. Ты мой Спаситель, моя жизнь, все для меня. Давайте споем еще раз. Иисус. Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Иисус, Ты слаще всего. Ты мой Спаситель, моя жизнь, все для меня. Нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Иисус, мое сердце переполнено. Я люблю Тебя, Ты чудесный. Иисус, Иисус, Ты слаще всего. Ты мой Спаситель, моя жизнь, все для меня. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. Еще раз, Иисус. Иисус, нашел я сокровище, что лучше золота. Иисус, я люблю Тебя, мой Бог и мой Господь. 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 Я люблю Тебя, мой Бог. Я люблю Тебя, мой Царь. Иисус, 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 Иисус. О, мой Бог, о, мой Царь. Аллилуйя, Господь, аллилуйя. Буду поклоняться Тебе, мой Бог. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Иисус, Иисус, Ты чудесный, Господь, Ты прекрасный Отец. Аллилуйя, благодарю Тебя, Господь. Пусть Твой мир и покой, Господь, наполняет каждое сердце, несмотря ни на что. Все, что происходило с нами, Господь, мы оставляем у Твоих ног, Господь, все наши волнения, все наши сомнения, все страхи, Господь. Господь, поклоняемся Тебе. Открывай свое сердце пред Тобой.
Без тебя не вижу жизни я своей, Господь. Господь, Ты все для меня. Желание и мечта моя, Ты радуга после дождя. Неиссякаемый родник, поток с небес меня проник. О мой Господь, как Ты велик. Ты велик, как Ты велик. Открываю свое сердце бедного, стремлюсь к Тебе сейчас и всей душой. Ты ко мне теперь все ближе и ранее. Без Тебя не вижу жизни я своей, Господь. Господь, Ты все для меня. Желание и мечта моя, Ты радуга после дождя. Неиссякаемый родник, поток с небес меня проник. О мой Господь, как Ты велик. Господь, Ты все для меня. Желание и мечта моя, Ты радуга после дождя. Неиссякаемый родник, поток с небес меня проник. О мой Господь, как Ты велик. Господь, Ты все, Господь, Ты все для меня. Желание и мечта моя, Ты радуга после дождя. Неиссякаемый родник, поток с небес меня проник. О мой Господь, как Ты велик. Господь, Господь, Ты все для меня. Желание и мечта моя, Ты радуга после дождя. Поток с небес меня проник. О мой Господь, как Ты велик. О мой Господь, о мой Господь, как Ты велик. О мой Господь, как Ты велик. Господь, как Ты велик. Нет сильнее Тебя. Отдаем все Тебе, Господь. Сердце отдаю Тебе и душу мою. Лишь для Тебя живу, в каждом шаге моем быть хочу с Тобой вдвоем. Да будет Твоя воля во всем, сердце отдаю Тебе и душу мою. Лишь для Тебя живу, в каждом шаге моем быть хочу с Тобой.
будь превознесен, мой Царь. Я поклоняюсь Тебе. Церковь, давайте будем поклоняться Ему сейчас. Давайте будем превозносить Его. Ибо Он достоин всех хвалы. Он достоин всего. Господи, аллилуйя. Все сердце, Господь, свое Тебе я отдаю. И душу мою лишь для Тебя живу. Быть хочу с Тобой вдвоем. Да будет Твоя воля во всем. Отдаем Тебе сейчас, Иисус. Я жажду Тебя, мой Бог, я жажду Тебя, мой Царь. Иисус, 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 Иисус. Отдаю Тебе сейчас себя, сердце свое. Отдаю сейчас Тебе. Хочу с Тобой вдвоем. Да будет Твоя воля во всем. Да будет Твоя, Господь. Да будет Твоя воля во всем. Да будет Твоя воля во всем. Да будет Твоя воля во всем. Аминь. Да будет Твоя воля во всем. Иисус, да будет Твоя воля сейчас, Господь, здесь, на небе, как на земле. Да будет Твоя воля, Бог, Бог мой. Да будет Твоя воля во всем, всегда, везде. Во мне, Господь, гори во мне, живи во мне. Будь со мной, Господь, везде, кто со мной всегда. Да будет Твоя воля во всем. Аллилуйя, Господь, аллилуйя. Так прекрасно, Господь, быть в Твоем присутствии, Иисус, поклоняться Тебе сейчас. Аллилуйя, аллилуйя, Господь. Церковь. Вся слава нашему Господу. Сейчас мы приглашаем Зою Савишну. Послушаем ее слово на этот день. Слава Господу, спасибо Тебе, Иисус. Знаете, когда вы проходите тяжелые ситуации, вы, может быть, смотрите на нас, на прославляющих, что они такие благословенные, что они такие в прорыве, а у вас этого нету, но вы же растете, возрастаете, поэтому, возможно, у вас вообще нет вот той любви,
веры вообще нету. Вообще у меня нету любви, вообще у меня нету веры. Но у тебя есть хоть маленькая надежда, есть вот какая-то соломинка, вот маленькая вот крупинка надежды, то Бог говорит, 145-й псалом, я вот не написала, 5 стих, блажен, кому помощник Бог Иаклев, у кого надежда на Господа, Бога его. Надежда. То есть нету веры, нету любви. Но у тебя есть только надежда, что Господь не поможет, Господь не поддержит, то ты счастливый человек, счастливый. У людей нету надежды, а у нас даже нету, если нету веры, если нету любви, но есть надежда, то ты счастливый человек, благословенный. Аминь. Сегодня мы продолжаем тему, в общем, можно сказать, добьем эту тему праведности. Вот, и можно сказать, сегодня у нас будет бомба. Вам очень понравится. Так, давайте откроем первое послание Тимофею, 6 глава, 6 стих. Я вот себе, кажется, не напечатала, но сейчас откроем. Я раньше этот стих не понимала. И абсолютно была не согласна с этим стихом. Вот это меня, вот этот стих просто раздражал. Но вот этот стих, он на Аве, у многих наших верующих, у Любовь Романовна этот стих. Что такое-то? Я себе не напечатала, и вот сейчас я тут открываю себе. Ой. Первый Тимофею. Шестая глава, 6 стих. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Вот. И дальше он говорит, как бы вот, имей пропитание и одежду на сегодняшний день, будь доволен. Вот я этого стиха не понимала. И всячески этому сопротивлялась. И все как-то пропускала мимо ушей. Ну как так? Вот имей зарплату 20 тысяч, будь доволен. И живи на эти 20 тысяч. Или же там у тебя зарплата 40 тысяч, будь доволен. А знаете, люди, они не будут довольны. И 50 у них будет зарплата, и 100 будет зарплата, они не будут довольны. Ну, в общем, как бы вот, будь доволен, оплачивай свои счета и живи скромно. Вот, и это правда, Павел об этом так и писал. То есть он говорил, что я благодушествую и в бедности, и в богатстве. Ну, а как быть со здоровыми амбициями? Вот как быть? Но на самом деле в этом довольстве есть потрясающая изюминка, которую я недавно открыла. Я очень сильно сопротивлялась этому стиху, очень сильно. Мне это не нравилось. Как так? Будь доволен тем, что у тебя есть, и, в общем, как бы не понимала. Ну, давайте, значит, сразу же перейдем к бомбе нашего, к бомбе, это бомба, к такому главному стиху, главным нашим стихам. Мы же говорим сегодня о праведности, да? Значит, Матфея 6 глава, 33 стих. «Ищите же прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Ну, вообще, как бы, я на самом деле перелопатила много проповедей о праведности, вообще литературу читала о праведности. Добро пожаловать в библейскую школу на тему праведности. В общем, можно сказать, у нас мини-семинар был о праведности, да? Вот. И вот смотрите, вот этот стих я увидела недавно, только недавно вот смотрела про одного проповедника, совершенно вот с другой, ну, только сейчас раскрыла вот этот стих. Я понимала раньше по-другому, то есть, ну, как-то узко, а сейчас еще больше расширилось мое понимание. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правды, и правды Его, праведности, да, Его, и вторая часть, и все это приложится вам, все благословения, все обеспечение, все исцеление, все, что вам нужно, все приложится. То есть Царство Божие притягивает все Божьи благословения. Все благословения притягиваются как к магниту, к Царству Божию. Царство Божие — это магнит в вашей жизни. Вы магнит.
Царство Божие внутри вас. И этот магнит все притягивает. Разве это бомба, ребята? Это бомба. То есть нам надо максимально вкладываться на все 100% на первую часть этого стиха. Ищите же прежде всего Царство Божие и правду Его. И это все к вам притянется, все. Ну, а мы можем как находиться? Мы можем находиться в угнетении, в депрессии, в стыде, там, во всех этих вещах, да, в осуждении. И в таком состоянии мы молимся: Господь, благослови. Видите, какой диссонанс неправильный, да? Очень диссонанс. Вот. Ну, давайте просмотрим, что такое Царство Божие. Римлянам 14 глава, 17 стих. Да, еще раз, ищите же прежде всего Царство и правды Его. То есть мы говорили о праведности, да, все это время. Праведность притягивает все Божьи благословения. Царство Божие притягивает все Божьи благословения, да. И что такое Царство Божие? Послание к Римлянам, 14 глава, 17 стих. Это не пища и не питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Опять Господь искупил нас во всех 3 сферах. У нас есть 3 сферы, которые Господь спас нас, искупил нас, наши души, наши духи, искупил, да? Спас наши духи. Господь искупил и спас нас от бедности. Господь искупил и спас нас и дал нам божественное здоровье. В 3 сферах Господь нас искупил. И знаете, праведность также, оно притянет вообще все Божьи благословения в этих сферах. И в финансах, и в здоровье. Мы об этом сегодня разберем. Ну, давайте еще можем так это подетальнее. Но праведность и мир, и радость во Святом Духе. И знаете, мир — это шалом. Олег Иванович очень прекрасно постоянно говорит о мире Божьем. Да, что такое мир Божий? Это ничего не поломано, ничего не разорвано. Мир Божий, шалом, это Господь посреди нас. И знаете, на вас мир Божий. Вы даже не подозреваете, а вы в мире. Все вокруг вас успокаивается. Знаете, когда вот мы... Сегодня такое чудесное прославление было, слава Господу, прославляющих вообще. Взяли песни из 90-х годов, мои любимые песни. Вот. И в 90-х годах, в самом начале, мы такие были, только начинали жить с Господом. И в первое время мы часто в наш дом приглашали проповедников, которые приезжали к нам из Швеции, вот, к нам домой. Вот. Это было целое приключение. У нас волосы были вот так. Ага, мы все готовились, и мы были в страхе и в трепете. Мы их ожидали, или мы встречали их как ангелов Божьих, мы встречали их как Иисуса Христа. Это было незабываемо. Но Шура-то могла как-то с ними общаться, а я убегала. Знаете почему? Потому что я готовила и тут же убегала, потому что я не могла быть на встрече, потому что моя плоть не выдерживала, слава Божию, не выдерживала. Ну, это было очень, конечно, смешно, но когда они благословляли наш дом, они уходили, знаете, что мир Божий оставался вот в нашем доме. Еще несколько дней, прямо облако, прямо туман. Ну, это здорово. Кстати, вот это вот облако, оно вот как бы часто символ облака встречается в Библии. Потому что, классическая такая вот картина, когда Бог вел израильтян по пустыне в облаке. А ночью Бог вел их огненным столбом. И все окрестные народы видели, что Бог с израильтянами. Представляете, это какое зрелище, ночью столб огненный. А в огне тепло, в пустыне в Израиле ночью очень холодно. Вот. И этот огненный столб защищал их от хищных зверей, защищал их от этого холода ночью.
А облако, оно защищало, в облаке влага, и облако защищало их от зноя, вот, и они были благословены, Господь был в облаке. Вот. Также и сегодня это облако, это мир Божий ведет нас. Ну, он сейчас так не виден, но мы можем пережить мир Божий. Куда нас ведет мир? Вот нету мира, Господь говорит, не иди туда. Есть мир, Господь говорит, делай это. Внутри нас есть мир. То есть научитесь распознавать мир Божий, который вас ведет. Господь есть Иегова Шалом, твой мир. Аллилуйя. Дальше. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость. Радость. Много можно говорить о радости. Господь крепкая башня. Радость, Господи, сила моя. Вот. И, ну, прекрасный пример. Исаака звали радость, смех. Наверное, был он очень приятный человек, очень приятный. Наверное, с ним была одна приятность с ним общаться. Вообще, знаете, такой тип есть людей, такой прям приятные люди. Люди тянутся к таким. Станьте таким. Будьте полны веры, радости и мира. Знаете, когда приходит радость, радость приходит, когда вы совершаете Его волю. А люди боятся воли Божией и не молятся о воле Божией. А между тем, Бог говорит, что это совершенная воля Божия. Самое лучшее, что может произойти в вашей жизни, это воля Божия. Это совершенная воля Божия. А люди боятся воли Божией и не молятся о воле Божией. А надо нам исполнить волю Божию. Вот волю Божию вы достигнете максимума. И когда вы исполните волю в краткосрочном плане, у вас такая радость. О, я сегодня исполнила волю Божию. Бог мне сказал что-то сделать, и я исполнила. Такая радость. Ну, я вам скажу, вообще, служителя, те, кто служит, вообще, они находятся в воле Божией. Это такая великая радость. Я, можно сказать, сама себе завидую. Я завидую пасторам, хорошей завистью, ну, имеется в виду, лидерам, прославляющим, служителям, которые наши в церкви служат, организаторам. Они в совершенной воле Божией. Что может быть лучше? Какая великая радость делать совершенную волю Божию. Молитесь о совершенной воле Божией, и вы будете благословлены. Аминь. Да, еще раз. Ибо Царство Божие не пища и не питье. Вот люди, к сожалению, думают, вот не пища, и, к сожалению, думают, что вот максимум у меня вот будет $1 миллион, вот будет у меня все это, да, вот такая потрясающая гламурная жизнь, и тогда я буду счастлив. Люди так думают. И к этому стремятся, да, но это же, мы знаем, что это ошибка, мы же это знаем. Был такой певец Принц, он 18 лет или 20 лет достиг всего, то есть он продавал свою музыку, вот, и вы даже не помните, такого певца, был такой потрясающий певец после Майкла Джексона, Принц, он достиг максимума, у него Роллс-Ройс, все, виллы, яхты, а потом он говорит, это что, все? А продюсер говорит, это что, все хотят этого, все хотят жить такой жизнью. И он говорит, это что, все? В этом смысл жизни? И он покончил с собой, достиг хорошего питья и хорошей пищи и не выдержал. Так что вот это вот... Но, смотрите, праведность, мир и радость, вот это такие вещи просто потрясающие. Можно сказать, я лично охотница за этими вещами. То есть я вот жажду этих вещей, просто вот не хочу терять ни одного дня, потому что много в жизни своей провела в унынии, в депрессии, больше я не хочу. Не хочу терять ни одного дня в своей жизни, хочу жить в радости, в мире, в праведности. И это притягивает все Божьи благословения. Как это чудесно!
Поразмышляйте, что крадет вашу радость? Где пробка? Какие произвольные грехи? Какой идол? Вы сами знаете об этом. Вы сами знаете. И он поэтому говорит, ищите, то есть распознавайте, рассуждайте об этом, раскапывайте, работайте с этим. Знаете, Господь не вменяет нам греха. Иисус на кресте стал грехом, и Бог излил весь гнев на Иисуса Христа. Иисус был наказан, и Бог дважды не наказывает за грех. Дважды Он не наказывает. Но вина и осуждение, мы об этом говорили, да, такие вещи остаются, когда у нас есть произвольные грехи. Они остаются. И это как бы не Царство Божие, да? А мы можем грешить, жить в произвольных грехах и молиться, Господь, благослови меня. Но это не притягивает благословение, потому что ты в осуждении и вины из-за твоих произвольных грехов. Вот. Да, Бог не наказывает нас смертью, Он наказал Иисуса смертью. Мы не умираем за наши грехи. Но запах смерти, то есть он не отрывает там руки-ноги, да, но вот эти вот как бы спутники греха, депрессию, уныние, осуждение, все эти вещи, позор, стыд, они будут внутри нас, это как спутник греха. И Бог наоборот как бы говорит нам, ну, работать с этими вещами. Вот. Поэтому в каком состоянии ваши души? Есть такие чудесные библейские образы. Вот. Или же ваша душа, как наполненная водой сад, все плодоносит. Как это прекрасно. Давайте работайте с этим. Или же ваша душа, как выжженная земля, грехом пустыня, влаги, воды как не хватает. Или же это разрушенный город. Это все библейские эти образы. Вот разрушенный город, это вообще деятельность бесов конкретно внутри человека. Вот. Знаете, как-то мы, помню, делали Рождество на нашей церкви. Вот. И мы монтировали видео, и видео там такой прекрасной долине идут по иудейской равнине, идут Мария и Иосиф, все цветет и пахнет. Ну, знаете как, вот настолько-то уже мы в Господе как бы должны иногда понимать, что эта картина не соответствует Библии. Знаете почему? Потому что они шли по выжженной, спасения нет, даже природа стенает, природа просто кричит о том, что грех просто превозмогает, и там даже равнина не должна была быть такой зеленой, а равнина должна быть, выжженная земля там должна была быть. Вот, и трава вся сухая, и такое все. Видите, как все. Вот, поэтому интересно. То есть, что внутри вас? А Царство Божие внутри вас, желая, чтобы ваши души были как наполнены водою сад. Чем ты недоволен? Кто тебя раздражает? Где негатив? Ищи Царство Божие. Пусть Господь восстановит и исцелит эти отношения. Господь целитель. Знаете, не только Господь целитель не только нашего тела, но наших душ, наших отношений, нашего общения. Карл Густав, да, он, представляете, он кого-то раздражал в церкви. И он рассказывал о том, что его один брат просто вообще ему плохо было от Карла Густава, и он там всяко разно говорил про него плохо. И Карл Густав, а он был сосед. Вот. И тогда Карл Густав взял, да и подарил ему, пришел к нему и взял хороший кусок свинины, пошел к своему брату озлобленному и благословил его мясом.
И брат был так рад, знаете как, все, Господь исцелил их отношения. Аллилуйя. Ну, то есть, смотрите, мы хотим Божьих благословений, прямо жаждем, да, но праведность притягивает все Божьи благословения. Мы сейчас об этом порассуждали. Но также, давайте, мы также нуждаемся теперь в Божьем исцелении. Недавно, то есть, вот, если кто знает, у меня вот очень иногда преследует этот болезнь, артрит. Вот. Потом как-нибудь расскажу, в общем, как Бог исцеляет, вообще это так чудесно. Но в последнее время опять у меня опять у меня симптомы эти стали возникать. А от артрит, знаете, такая вот, не такая болезнь, там простуда, вот головная боль, вот, не такая. То есть она, вот, и я подумала, я должна это победить. И вот сейчас тему праведности проходим, и это как бы мне дает надежду, что мне сейчас особенно надо взыскать Царство Божие, потому что все Божье обеспечение и исцеление, оно в праведности. Особенно. Прямо вот каждый день тебя сканирует: Господь, я хочу жить в Твоей радости, в Твоем мире. И знаете, да, я чувствую исцеление внутри себя. То есть праведность, она притягивает исцеление, Божье исцеление. В прошлый раз мы смотрели, мы не копались в этом стихе, до конца, но мы еще раз сейчас посмотрим. 1 послание Петра, 2 глава, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Смотрите, двоеточие. Последствия. Ранами его вы исцелились. Как это чудесно. Мы говорили, что Иисус стал грехом на кресте, а вы стали Божьей праведностью. Вы стали Божьей праведностью, и когда вы стали, и вы уже поверите в это, потому что праведность по вере, да? Последствия. Ранами его вы исцелились. То есть праведность – это ответ на ваше исцеление. Я нуждаюсь в исцелении. Многие люди нуждаются в исцелении. Поэтому нам нужно взыскать Царство Божие и Его праведности. Знаете, до закона люди жили 900 лет. И потом 120 лет, Господь им сказал, живите 120 лет. 120 лет они. И они практически не знали болезни. В коленах израильтян не было болящего, болезней было мало. И смотрите, знаете, что несет болезни? Это вина и осуждение. Вот как люди стали приступать к закону, как люди познали, что такое преступление, как люди познали, что такое вину и осуждение познали, вот, и стали люди болеть. Знаете, вот израильтяне, когда они приступили к горе Синай, они хотели быть обычным народом. Они не хотели иметь близкого общения с Господом. Они говорили, что ты скажешь, мы исполним. То есть они сказали, дай нам закон. И они думали, что так легче. Так легче. И нам тоже так кажется, что делай то, и будет тебе благословение. Но закон-то исполнить невозможно, мы это поняли, да? Израильтяне на тот момент, они не поняли, что когда говорили, дай нам закон, они не знали, что они не смогут исполнить закон. И Бог говорит, хорошо. Они отказались от близкого общения с Господом. Знаете, я их понимаю, потому что когда они видели
горящий гору Синай, и чтобы приступить к нему, общаться с этим Господом, который в огне, а Господь есть огонь наш поедающий, они не могли вообще приступить к этому Синаю. И вот нет, мы не хотим так общаться с таким Богом. И Бог дал им закон. Я их понимаю, знаете почему? Потому что легче всего вот в плоти находиться, а приступать к горе Сионов, там, где Бог, а Господь есть Бог поедающий, это нелегко, особенно в начале. Потому что Бог есть Бог поедающий. Знаете, когда мы огонь поедающий, и когда мы идем в тайную комнату, мы встречаемся с Богом, с огнем, тяжело, да. Особенно в самом начале приходить в Божье присутствие с огнем поедающим нелегко, долго находиться в Божьем присутствии. Но постепенно 5 минут, 10 минут и больше, а потом вся жизнь, с каждым годом все больше и больше, вся жизнь в Боге. Но поначалу, конечно, это нелегко. Люди говорят: молись, интересно, помолись за меня. А сам-то не хочет прийти в Божье присутствие, платить цену к огню поедающему. Да? Поэтому я израильтян понимаю, они не хотели общаться с Богом, с огнем поедающим. И легче всего просто исполнять законы. Легче всего. Но они попали в ловушки, они не поняли, что они не смогут исполнить закон. Вот. Поэтому еще я хотела сегодня, знаете, такое местописание взять, дать. Послание к евреям, 12 глава, 24 стих. Что мы приступили к Иисусу, крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Авель пролил кровь, и кровь Авелева вызывала омщение. Кровь, она говорит, но кровь Иисуса Христа теперь на нас и говорит нам о Божьей милости и о Божьей праведности. Бог не видит наши грехи, Он видит кровь Иисуса Христа. Раньше я этого не понимала. И знаете, Бог объявил Авраама праведником, а Авраам делал многие, такие крупные грехи делал он. Но Бог не видел его грехи, Он назвал его праведником. И Бог не видит наши грехи, потому что мы покрыты кровью Иисуса Христа. Она говорит о милости и о праведности. И Бог простил, не вчера тебя простил, а Он простил тебя 2000 лет тому назад. И Он простил наши настоящие и будущие грехи. И один раз, я, знаете, помню, как-то, я так с утра в таком возбуждении, в таком, мне прям дух возбужден, мне так хочется молиться, я прославляю Господа долго, где-то до минут 15-20, и вдруг остановилась, я вспомнила, я же не попросила у Бога прощения. А оказывается, и тут до меня дошло, что Он видит кровь Иисуса Христа. Ну, нет, конечно, там, наверное, есть когда сильные такие идолы, Бог тебе дает, то есть это есть осуждение и вина, да? Но, в принципе, знаете, Он не видит наши грехи. Я была в шоке. Я же, Господь, Ты меня так благословляешь сейчас Твоим присутствием. Ты сейчас меня так благословляешь Твоей благодатью. А почему я не чувствую какого-то такого осуждения? И я прям вот славлю Тебя и совсем забыла попросить у Тебя прощения. То есть, я себя поймала на мысли, что, оказывается, я утвердилась в Божьей праведности. И знаете, когда вот многие знают, я так иногда работаю в Сочи, и помню, я там, значит, отдыхала, ну, по-плотски отдыхала, совсем плотская была, втяну вообще, там, сериалы смотрела один за другим, ага, в общем. И это, как нахожусь, думаю, ну, вообще прям разбитая в дребезги, это, ну, вот,
как бы в такое пути. Значит, и это было, значит, где-то за один день до отъезда. Лежу, и мне снится сон, как будто я проповедую о праведности. Прямо места Писания. И такое мощное помазание, такое Божье благословение. Я проснулась вот так вот. И думаю, о, надо же, ты, Господь, ты действительно меня объявил праведником. Вот, и как-то там образовалась такая вот прореха, кто-то уехал, кто-то не может, кто-то заболел, а кому проповедовать некому. Вот, и кто возьмет? А я говорю, и я проповедовала тогда о Божьей праведности. Аллилуйя. Ну, да, такое часто происходит. Знаете, балерины, они, знаете, становятся знаменитыми и великими балеринами не сразу. Ведь, знаете, у них вообще, как, не то, что не сразу, а знаете, какая ситуация возникает? Балерина заболела, некому танцевать, и вот она выходит на сцену, и все. Вот. Там такого нету, что вот, там, вот такая она талантливая, вот мы с ней будем специально заниматься. Нет, она просто готова. Вот, ситуация возникла, вот, балерина вышла на замену, и все, сместил ту первую балерину. Поэтому такая сейчас ситуация. Слава Господу, вот мы закончили, так сказать, семинар о праведности. Если вы постоянно чувствуете осуждение, вину, позор, стыд, такие вещи, то вы еще не утверждены в Божьей праведности. Ну, или, скажем так, ну, не приемлете еще. Ну, это ничего страшного, это нормально. Мы же растем-то не сразу, правильно? Мы же не сразу совершим. Мы подрастаем, постепенно растем. Ну, ты сделал вчера какую-то промашку, ну ничего. Мы растем. То есть мы должны утверждаться в Божьей праведности. И знаете, Божья праведность, она, мы говорили, что доведет вас до максимума. Божья праведность доведет церковь до максимума. Я вижу людей, Олег Иванович, Господь доводит до максимума. Наших пасторов, вижу служителей, доводит до максимума. Это же, мы это видим. Вот праведность Божия доведет вас до максимума, в вашей профессии, в вашем хобби, вообще во всех сферах вас доведет до максимума. Аллилуйя! Господь церковь доведет до максимума. Там еще в Библии написано, что даже самый маленький, не надо будет его учить, потому что он вообще достигнет до максимума. Он будет сиять в своей силе и в своей праведности. Аллилуйя! Живите в Божьем прощении. Знаете почему? Потому что Его милость больше, чем жизнь. Его милость до небес. Аллилуйя. Аминь. Добро пожаловать в библейскую школу на тему праведности. Аминь. Александра. Ой, чуть не снесла все. Слава Богу, спасибо Зое Савишне. У меня немножко другая тема. Мне хотелось бы поговорить немножко сегодня о Божьей жизни внутри тебя. Хорошо? Как ее обнаружить, как жить в ней и быть благословенным. Хорошо? Ну, мне так на сердце пришло почему-то. Так, давайте мы с вами откроем сразу Бытие 26 главу. Бытие 26 глава. И сразу прочитаем, хорошо? Мы в тот раз чуть раньше были в Бытие 25, где-то, да? Но в этот раз Бытие 26 глава. И вот с 1 стиха я читаю. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар, территория филистимлян.
о чем-то говорит. Господь явился ему, сказал: не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по этой земле, и я буду с тобой, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего, соблюдал мною заповедано, что заповедано было соблюдать повеления мои, уставы. И Исаак поселился в Гераре. Угу. Исаак поселился в Гераре. Мы видим, что Исаак где поселился? Герар, земля, там был царь филистимский. Вот он там поселился. Так, читаем 15 стих. Все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. Угу. То есть в пустыне колодец означает жизнь, потому что в пустыне без воды вообще никак невозможно. Ну, можно там, наверное, дня 3 прожить, дальше уже вообще никак. И мы знаем еще, что у них были большие семьи, у них были стада большого скота, маленького скота. Это все без воды просто вот не протянет, ну, недели не протянет. Понимаете, да? И в пустыне иметь колодец, это означает жизнь. Все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни, отца его Авраама, филистимляне завалили, засыпали землей. Колодцы были засыпаны землей. И чем занимался Исаак? Мы у него сегодня поучимся, у Исаака, хорошо? Потому что Бог Авраама, Исаака и Иакова. Прочитаем дальше. 18 стих. «И вновь выкопал Исаак в колодезе воды, которые выкопаны были во дне Авраама отца его, которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которые назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой». Меня все время вот как-то читала, почему не написано воды просто? Это же просто вода. В пустыне нашли колодец, там находится вода, но тут написано: и нашли там колодец воды живой. Ну, это явно на что-то намекает. Правда же, да? И вот я сегодня хочу вот на основании вот этих стихов, вот этой главы взять такую тему и порассуждать о размышлении над Словом Божьим. Хорошо? Есть люди размышляющие, они в таком активном размышлении над Словом. И есть люди не размышляющие от воскресенья до воскресенья. Я не хочу никого осуждать, вы на меня не обижайтесь, пожалуйста, хорошо? Когда человек пришел в воскресенье, так порадовался, все так хорошо, все так чудесно, потом вышел, а о чем там речь-то была? Ой, вообще так классно было. Ну, как бы о чем говорили-то? Ну, вообще там просто было. Ну, о чем слово-то было? Ну, хотя бы, ну, зерно какое было. И человек такой в ступоре. Но вы не осуждайте себя, потому что прекрасно понимаю, потому что я сама тоже такая была. Я примерно ходила, может быть, даже год или что, чисто на эмоциях только. Приходишь, так поешь, так классно, все так здорово. А о чем учили-то? Ой, не помню. И вот так вот примерно. Ну, люди могут долго так ходить, но это не должно так оставаться долго. Хорошо, я помню, один раз мы приехали с конференции. Это была самая первая конференция. И меня спрашивают, ну как бы это же чудо такое большое. О чем там учили? Там такие люди, там Шамбах и так далее. О чем там учили? И все, что я могла сказать, там так классно было, там такая церковь большая, там такое прославление. Ну о чем учили-то? Я сижу такая, я поймала себя на мысли, я даже ничего не записала. Ну хоть бы что-нибудь записала бы, да не 7, по 3 собрания в день, получается 7 умножаем на 3, 21 собрание, из 21 собрания ничего. Единственное, что вообще было классно, просто, ну просто, вот я себя поймала на мысли, я думаю, вот это да, ничего, я как это, вот, это что такое-то? Я подумала, надо это исправить. И мы после этой библейской школы, как бы, после конференции пошли в библейскую школу, и там прямо сразу говорят,
у вас должны быть тетради, вы должны это все записывать, потому что вы все не запомните и все сразу не поймете, поэтому все должно быть записано. И мы обзавелись там тетрадями и все так далее. Да? И самое смешное, у Савы эти тетради до сих пор сохранились. У меня ни одной. Как-то вот, даже вот, понимаете, да, и прошло долгое какое-то время, и до меня стало вот как-то вот доходить, но как-то это неправильно все-таки-то, надо уже это исправлять это дело. И вот я сегодня хочу взять о том, что вот какие мы ученики, как мы размышляем вообще. И вы знаете, вот написано так. Копали рабы Исааковы в долине и нашли там колодец воды живой. Колодец воды живой. Угу. В первый раз, когда Исаак нашел этот колодец, пришли пастухи. Не его пастухи, а другие пастухи, потому что он был в этой вот земле Филистин Авимелеха, да? Пришли другие пастухи, и, конечно, они стали говорить, это наш колодец. И там спор произошел. И дальше мы читаем, тут написано так. Спорили пастухи герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И там такой спор произошел, и он нарек колодец имя Есек, потому что спорили с ним. Первое, когда ты начинаешь ходить с Богом, начинаешь ходить на собрания, там на конференции, да, обязательно эти пастухи придут на эту воду живую и отоберут. Ну вот как со мной. О чем говорили? Классно было вообще, просто глаза по 5 копеек, а о чем? Непонятно о чем. Но это так не должно оставаться, да, это вот мы видим, что первый колодец отобрали, и Исаак отдал. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем, и он нарек ему имя Ситна. Вот первый колодец Есек, второй колодец Ситна. И второй колодец тоже отобрали. То есть мы видим, что дьяволу вообще не нравится, чтобы люди были в слове, в хорошем таком тонусе, чтобы они копали прямо, да, и пользовались этой водой. Он отобирает это все. Но тогда мы должны просто сами себя проанализировать. Как я сижу на собрании? Я слышу слово? Или же оно, как в той поговорке, что покушали, что радио послушали? Ну так не должно быть. Аминь. Мы сами себя можем просканировать без осуждения и просто объективно, без преувеличения и так далее, да? Посмотреть, что у нас сегодня Есек или у нас сегодня Ситна. Угу. То есть я взял что-то сегодня или нет? Вы взяли что-то о праведности? Или нет? И он двинулся отсюда на восток, выкопал иной колодец. То есть 2 колодца отобрали, о котором выкопал другой колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рекофов. Ибо сказал, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. То есть на 3-й раз он выкопал другой колодец, и на 3-й раз, то есть это уже было в другом месте, и он тогда сказал, теперь мы уже в пространном месте находимся, и мы размножимся на земле. Вот наша цель. Рекофов. Угу. Тут такие имена интересные. То есть вот Есек и Ситна, если мы посмотрим с еврейского, переводится как вражда, сопротивление. Каждое собрание, на самом деле, это духовная битва. Можно прийти, включить, послушать так и заснуть. Ну, так бывает иногда. Можно прийти, включить, послушать, и в одно ухо вылетело, в другое, и все. И это означает, что тогда это похоже на Есек и на Ситну. Да? И тогда, ну это ничего страшного, потому что все через это проходят. Я думаю, что почти что все, да? Вот. Но тогда мы находим в 22 стихе очень хорошее. Он двинулся отсюда, выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рекофов. И он сказал, теперь Господь дал нам пространное место. Пространное место. И мы теперь размножимся. Понимаете? То есть это уже плодовитое место, это место, на которое уже дьявол не претендует. То есть ты уже вышел на такой уровень, когда ты слышишь,
И то, что ты слышишь, оно приносит результат, и ты размножаешься, ты приносишь плоды, плодовитый ты становишься и размножаешься. Аминь. И это очень хорошо. Так. Следующий, дальше, если мы посмотрим, да, там какой стих. Так, ну, можно даже все взять. Да? Оттуда он пошел в Вирсавию, в ту ночь явился ему Господь, сказал: я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, я с тобой благословлю тебя. Он устроил там жертвенник, призвал имя Господа, это 25 стих, да, и раскинул там шатер. И опять тут, видите, написано: и выкопали там рабы Исааковы колодец. Это уже 4. Выкопали там рабы Исааковы колодец. Я вчера, когда размышляла, да, мне Бог вообще сказал, что колодцы на то время, они были похожи, как сейчас, если мы сравним, на, как если кто найдет нефтяную скважину. Ну, по ценности имеется в виду, по ценности, да. И видите, еще выкопали там рабы Исааковы колодец. Что тогда случилось? Они настолько размножились, настолько они укрепились, что царь филистимский Авимелех, филистимский, да, он испугался и пришел к нему с миром. И он пришел с таким подобострастием: можно мы с вами мир заключим, вы нас, пожалуйста, не трогайте. И вот давайте мы посмотрим. Пришел к нему из Герара Авимелех, Ахусав, тут их целых 3, военачальник, то есть со всеми он своими начальниками пришел, да, и сказал: что вы ко мне пришли, вы же меня прогнали. Они сказали: мы ясно увидели, что Господь с тобою, потому сказали: поставим между нами тому клятву и заключим с тобою союз. То есть человек вышел на такой уровень, что враги филистимские, да, они захотели заключить союз, и чтобы его уже не трогать, да, чтобы он их уже не трогал. Чтоб не делал ты нам зла, чтоб мы не коснулись тебя, делали тебе только одно доброе и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом. И сделал им пиршество, встав рано утром, поклялись друг другу, отпустил их Исаак, и они пошли от него. В тот же день пришли рабы Исаакова и известили о колодезе, который копали они, и они сказали: мы нашли воду. И он назвал Шива, Беэр Шива, то есть Вирсавия, да, этот город до сих пор есть, он так и называется в Израиле, Беэр Шива, до сегодня он есть. И вы знаете, вот эта история, она очень интересная. Когда мы приходим к Богу, мы начинаем ходить на собрание, мы начинаем изучать Слово Божье. Первое, что с нами произойдет, и это нормально, ничего в этом страшного нету, это с нами произойдет есек и ситна. Все Божьи откровения, они будут украдены. Придут филистимляне и скажут: это наш колодец, и все. И тогда, ну, пользы от этого нету. Вот. Но на 3-й раз мы должны выйти на уровень, который называется Рекофов, и потом уже Беэр-Шива. Да? Первое, Рекофов, это означает пространное место, мы размножимся. Это означает, твои откровения, они тебя питают, и ты внутри имеешь жизнь. Аминь. Вот мне хотелось бы привести такой пример. Я вот работаю давно преподавателем, и у нас коллега одна, она, значит, ну, мы различаем студентов, какие вообще студенты, какое отношение у студентов. Это видно вообще ну, прям видно в процессе учебы, кто какой студент, какое отношение и так далее, да. И вот она один раз такая приходит, и такая рассердилась, и говорит: ну как вот так вот, что это за отношение такое? Я говорю: что случилось? Она говорит: вот пришла, ничего не сделала сама, ни лекцию не открыла, ни пример не открыла, я все разложила по полочкам. Гидравлический расчет, определение расхода, таблицы все дала, все приложения, все дала. Ничего не сделала, говорит. И это не мое выражение. Она говорит: бровки домиком, губки бантиком, помогите, пожалуйста. И вы знаете, вот любого преподавателя такие студенты слегка раздражают. Она говорит: ну, конечно, мы преподаватели, мы должны объяснять всем. Мы опять сели и опять по новой начали вот это вот все объяснять. Но сама палец о палец не стукнула, понимаете, да?
Приходит другой этот студент, и как бы она говорит, а вот этот, говорит, молодец вообще. Сам открыл, сам это все, пример, весь лекцию открыл, пример взял, все рассчитал, полностью весь гидравлический расчет. У него немножко там есть ошибочки, мы все поправили, молодец. И она применила такое слово, мне оно очень понравилось. Знаете, она говорит, вот он накопытил. Вот правильно, он копытил, он понял, он накопытил. Мне очень понравилось это слово, вы знаете, да. И два разных студента мы видим. Один студент такой, он возьмет все, что объяснили, возьмет и проработает хорошенько, проработает. А другой такой студент придет, и вот это выражение мне тоже очень... Бровки домиком, губки бантиком, помогите, пожалуйста. А сам вот вообще ноль. И по новой опять вот два разных студента. И тогда мы сразу видим, вот кто пойдет вверх, а кто вот так и вот так и останется. И мы должны объективно сами на себя посмотреть. Хорошо? Как с нами вообще? Как мы относимся к Слову Божьему? И вот эти колодези, это вообще, это говорится об откровениях Божьих. Об откровениях Божьих. Потому что если бы было так, если бы было очень просто, прочитайте все обетования Божьи, и они автоматически сбудутся. Мы бы сразу бы все прочитали, и все сразу бы так сбылось. Но так же не происходит как-то. У кого-то почему-то цветет, пахнет, а тут вообще застой какой-то, вот застой и годами. Понимаете, а Бог же не хочет, Он всем одинаково дал это слово. Речь идет об откровениях, Божьих откровениях, о слове Рема, да, открытое слово Божье. И это очень сильно. Поэтому еще мне очень хочется привести пример, да, у нас есть сестра на ячейке. Я вообще так рада за нее. Вообще, просто очень рада. Она взяла одну тему, финансы, все, что касается финансов. И просто эту тему копает. Прямо копает, причем копает так хорошо. Какое-то что-то там, книги взяла, еще что-то взяла, еще какое-то слово взяла. И сама читает, записывает. Плюс еще для других сестер провела маленький мини-семинар, от которого те тоже очень благословили, слава Господу, да. И она такая на ячейке с нами делится, и потом говорит, мне так нравится процесс, вот мне нравится, что ей нравится, понимаете, да. Вот это и есть самое то, вот это качество, хорошее качество размышляющего человека. И она говорит, сейчас домой приду, и еще вот так вот делает, и буду дальше, мне так нравится, и буду дальше вот, изучать. И плюс она еще применяет, у нее есть свои победы в этой сфере. Понимаете, вот это человек в тонусе, в крепости. Вот это классно. Понимаете, не так от собрания до собрания, и то там на собрании. Что говорили? А не знаю, что-то говорили там. Вот. Я вас не осуждаю. Я вас люблю, поэтому говорю. Аминь. Так, следующее, что мне хотелось бы сказать, да, что когда мы размышляем над Словом Божьим, да, когда мы размышляем над Словом Божьим, это Слово Божье, дело в том, что оно живое. Оно живое. И оно внутри тебя, вот ты ходишь там, дома что-то делаешь, и ты размышляешь, и оно живое внутри тебя. И ты чувствуешь, что-то вот другое внутри тебя есть. И оно даже как будто там щекочется. Иногда смеяться даже охота, сам с собой. Бывает так. Да? И вы знаете, это Бог, Он называет жизнь, божественную жизнь внутри нас, Он называет словом «зоэ». «Зоэ». Божественная жизнь внутри нас. То есть ты берешь какую-то тему, ты размышляешь, и внутри от этих откровений тебе даже весело становится. А рядом никого нету. А ты сам такой веселый, сам с собой такой веселый. И это классно на самом деле. Аминь. Жизнь в таком Божьем размышлении. Давайте откроем Иоанна 2 глава, послание Иоанна 2 глава, да, и прочитаем 6-8 стих.
Было тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус им говорит: наполните сосуды водою, наполнили их доверху. И говорит теперь: несите теперь распорядителю пира. И понесли. И мы знаем, что это было самое первое чудо. Это было самое первое чудо. Это не было чудо исцеления, чудо воскресения или там еще какое-то финансовое чудо. Это было чудо превращения воды в вино. Угу. И, то есть символ вот этих 6 водоносов, 6 это число человеческое, это символ нас. И мы вот внутри пресные. Когда внутри нас нету слова, мы внутри пустые и пресные. И вы знаете, мне так нравится, что вот первое чудо, это было действительно чудо, когда наша жизнь из-за Божьего присутствия, из-за Божьего слова становится как вино. И мы вот до спасения, я вспоминаю, какая жизнь была. Встаешь, идешь на работу, приходишь домой, Санта-Барбара, и ложишься спать. Все. Ничего не происходило. Пустота, ну вообще пусто, совершенно пусто. Ни цели никакой, просто так. И вот это вот, от этой пустоты, вот перед самым спасением, это, видимо, кто-то сильно молился тогда, да? Вот именно от того, что вот монотонно, пресно и ничего не происходит вообще. Вот до того было вот просто вот тяжело. Депрессия почти что была, да? А когда пришел Иисус, вдруг все, ничего же такого не произошло. Вот мы стали ходить на собрание, вот прямо глобально, прямо, но все расцвело. Понимаете, да? И расцветает от Слова Божьего. Аллилуйя! И это очень классно. Наша безвкусная пресная жизнь, она превратилась в вино Духа Святого. Еще давайте откроем Иоанна 1 главу и посмотрим на учеников. Это были ученики. Угу. Посмотрим 38 стих. Иисус, когда пришел, Он, обратившись, увидел идущих за Ним людей. Какие-то люди за Ним шли. Да? И Он говорит: вам что надо? Они сказали: учитель. Их обращение уже было: учитель, где живешь? Говорит им: пойдите и увидите. И они пошли и увидели, и где он живет. И пробыли у него день тот, было около 10 часа. То есть, когда люди на Востоке спрашивают: где живешь, это означает, что можно к тебе прийти в гости часа на 3, на 4, на 5, а лучше вот, ну, вообще на целый день. И там написано: они пробыли у него целый день. То есть получается, что ученики, они искали общение с Богом. И они пошли, и они спрашивали, то есть спросили у него: можно мы к тебе придем? Это означает: можно мы с тобой пообщаемся очень глубоко. Можно пробыть у тебя, и там написано: пробыли у тебя целый день. Давайте мы научимся у этих учеников. Хорошо? И вот противоположность, когда мы не размышляем над Словом Божьим и не копаем, да, противоположность, на нас нападает унылый дух. Унылый дух. Ну, человек не в тонусе. Что-то пришло, и человек впадает в уныние. И может так день пройти, 2 пройти, и достаточно много времени пройти. Но если ты в тонусе, ты говоришь: я возьму какую-то тему, и я буду изучать. В самом начале мне очень нравилась тема молитвы. Все, что было о молитве на книжном столе, вот прочитано там, и не по одному разу. Понимаете, это нам нужно вот быть такими, которые копают колодцы, откапывают эти колодцы. Хорошо? Так, и вы знаете, божественная жизнь внутри нас – это жизнь в Слове. Когда мы размышляем, и причем мы размышляем так достаточно плотно. Мы достаем тетрадь, мы туда записываем, мы над этим размышляем. Мы не ложим это на полку, но мы размышляем. И вот эти откровения, там в Псалме где-то даже есть такое, что откровения твои, они веселят сердце. И это врачество для нас. Угу. Вот мне как-то вас хотелось ободрить.
еще что хочу сказать. Сейчас, подождите, чтобы не забыла пока. Пастора, если мы говорим так, все должны размусоливать и разжевывать пастора. Нет. Пастора не 7 пядей во лбу. Один человек, он не может и о финансах, и об исцелении, и о вере, и о праведности, и о законе, и о благодати, и о воспитании семей, и все вот это вот. Они как врачи, как терапевт, да, общего назначения. Но есть такие узкие специалисты. Возьми о финансах, если у тебя провал в финансах, возьми эту тему и копай там очень сильно. Если нужно исцеление, возьми все книги об исцелении, все, что можно об исцелении, и копай там. Выкапывай этот колодец сам себе. И тогда ты размножишься, и там будет результат. И в конце концов придешь к такому времени, когда царь филистимский, он скажет: все, мы этого человека не трогаем, мы с миром к тебе придем, все. И ты одержишь победу. Аминь. И вы знаете, еще я вот эту главу прочитала, еще раз 26 главу, там 7 раз написано слово «копать». Выкопали, копать, они копали. Слово «копать» написано 7 раз. Еще вот такой очень хороший пример, да, что вы знаете, церковь есть в Америке Джона Остина, очень большая церковь. И у него, он сам пастор, да, у него мама заболела раком. Она верующая. 4 степени, печень, это уже все, ну почти что, как бы, да. И тогда она сказала, ну, диагноз поставили, она ходила по всем врачам и прочее, да, все, никакого утешения от врачей. И тогда она сказала: я буду стоять на Слове Божьем, и я получу свое исцеление. Она решительно взялась, все. И что вы думаете? Прошло какое-то время, конечно, не сразу, но прошло какое-то время, и она получила свое исцеление. Каким образом? Стала копать очень сильно в Слове Божьем. Именно на эту, только на эту тему. О Слове Божьем. И накопала больше 40 стихов Писания только об исцелении. «Воскресивший Христа из мертвых воскресит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Долготою дней насыщу вас. Ранами Иисуса мы исцелились. Они вышли серебром и золото». И вот в книге своей Джон Остин он пишет: «Моя мама стала ходячая Библия». И мы слышали все время, что она ходит и говорит постоянно эти стихи Писания. И эти стихи, они стали словом. Слово стало плотью и обитало там с ними. И в конце концов она получила свое исцеление от такой болезни. Поэтому, как мы копаем, нам нужно посмотреть. Мы находимся либо в Есеке, либо мы находимся в Ситне, либо мы находимся на стадии Рекофов, когда это тоже очень хорошо, это пространное место, и вы размножитесь. И есть еще место Беэр-Шива, там, где царь филистимский, то есть филистимляне сказали: все, вот мы на тебя больше нападать не будем. Вообще мы тебя трогать даже не будем, близко не подойдем. И ты нас не трогай, до того им вот так было. Поэтому туда хочется прийти. Аминь. Поэтому я вас благословляю очень сильно. Будьте в слове, копайте. Хорошо? Не будьте такими: бровки домиком, помогите мне. Вот. Ну, все помогают, слава Господу, когда человек начинает это все, но не должно быть всю жизнь так. Хорошо? Будем такими копающими. И вообще вот очень многие проповедники в библейской школе, они всегда говорят: записывайте, записывайте, заведите тетрадь прямо. Это у меня тетрадь по исцелению. Так, это у меня будет тетрадь по финансам. Я сегодня, я поленилась на самом деле, да. У меня дома вот из-под Рафаэла железный такой, этот самый, 2 коробки, лежат вот такие А4 пополам. И я туда записываю все. Это хорошо, потому что есть зрительная память и есть память, когда ты записываешь. И бумага, она, ты потом открываешь: о! Аминь. Поэтому я благословляю, чтобы вы, и я, мы были как Исаак. Чтобы мы копали, даже если у нас это украли, и слово куда-то исчезло, да, и не принесло плода. Но чтобы мы продолжали это делать, как это делал Исаак. Хорошо? Благословляю вас всех.
Давайте, друзья, еще прославим нашего Господа. Здесь не будет шоу, слов пустых не нужно, пусть звучит тебе хвала. Не стремлюсь я в песне окунуться в чувства, я пою лишь для тебя. Здесь не будет шоу, здесь не будет шоу, слов пустых не нужно, пусть звучит тебе хвала. Не стремлюсь. Не стремлюсь я в песне окунуться в чувства, я пою лишь для тебя. Всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, и все силы для царя. Никаких других причин, лишь тебя превозносить. Пожелал ты сердце места совершенства, все, что есть, тебе отдам. Целее всех песен недолговечных, страстного сердца поклонения, пусть моя песня звучит лишь целью, ведь ты достоин славы всей, Бог. Всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, где все силы для царя. Я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Всем сердцем жажду я, всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, и все силы для царя. О, я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить. Лишь тебя, Господь, превозносить, лишь тебя превозносить, лишь тебя, Господь. Всем сердцем жажду я, если петь, то для тебя, и все силы для царя. О, я не могу найти никаких других причин, лишь тебя превозносить, лишь тебя, Господь, превозносить. Аллилуйя. Аллилуйя, церковь. Сейчас мы передаем микрофон нашему дорогому, любимому пастору, долгожданному